Если вы смотрите это видео, значит мой план действует, и вам осталось посмотреть еще 2. Make YouTube great again. Освоившись в российском интернете, я понял, что он напоминает мне очередь. Всем интересно, кто за кем стоит. Так, на этой неделе я наткнулся на занятную схему связи всех YouTube-блогеров между собой. Я должен заявить, что все, что показано на этой схеме, правда. Я действительно нахожусь на самой вершине. Эта схема оказалась очень полезной. Например, теперь я знаю, как зовут парня, который ведет биржу мемов. Я начал изучать этот вброс и пришел к выводу, что это не детально продуманная разоблачающая схема, а настольная игра, условия которой заключаются в том, что вам необходимо, не заморавшись в негодном контенте, пройти от самого низа до главного босса. Не того, который в середине схемы, а до самого главного. И самый быстрый и правильный способ прохождения этой игры только один. Схемы работают. На просторах интернета я частенько оказываюсь один на один с хейтерами. В виртуальном мире каждый может обидеть себя своими комментариями. Но мне стало интересно, будут ли обижаться на хейтеров в реальном мире. И мой товарищ вызвался мне помочь найти ответ на этот вопрос. Сегодня мы вышли на улицы Москвы, чтобы проверить, как люди реагируют на хейтеров в реальной жизни. Отписка. Камеру купи и делать научись. Дизлайк. Неинтересно. Да это вообще полная. Мы поняли, что быть хейтером в сети гораздо безопаснее. Кирилл Лаврухин специально для Дружко Шоу. Смотрите мое следующее видео, потому что без живота в трендах мне будет тяжело.